Яндекс разработал такой персональный помощник, которого зовут Алиса. Да? Он называется очень просто, говорите: «Привет, Алиса», и он уже готов выслушать ваш запрос. Как устроены персональные помощники, какие технологии лежат в их основе и на каких устройствах они могут жить. Кванториум вновь стал информативной площадкой для этих маленьких айтишников. Ролики с комментариями экспертов помогают ученикам лучше разобраться в уроке, ведь с темой их знакомит не просто спикер, но и сам голосовой ассистент. Почему голосовой запрос – это удобно? Среднестатистический человек может написать 40 слов в минуту, а сказать целых 150. Получается, что задавать запрос с помощью речи гораздо быстрее. Мухаммад Измайлов в свои 12 лет легко ориентируется в цифровом пространстве. Мальчик старается идти в ногу со временем, а этот урок для него – возможность узнать чуточку больше о своих любимых IT-технологиях и голосовых ассистентах, которые так упрощают жизнь. Я сегодня узнал, что голосовой помощник может не только искать информацию в интернете, но и распознавать речь человека. Голосовой помощник знает более 89-95% речи. Не только теория, но и практика. Попробовать себя в деле и закрепить усвоенный материал ребята могут уже на онлайн-тренажере. Задания разделены на 3 уровня – для начинающих испытателей, опытных специалистов и закаленных профессионалов. Пылесос убирает комнату, лампочка освещает пол, а батареи нагревают комнату. На первом этапе ребята должны определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения задания. Это своего рода разминка перед задачками посложнее, ведь дальше школьники должны спроектировать целую цепочку действий от получения помощником команды человека до конечного результата. Мы сами попытаемся выстроить наше занятие таким образом, чтобы на той стадии, где все должны успевать. Пока одни ребята пытаются вникнуть в условия задания и выбрать правильный вариант, Раяна Булгучева справилась с заданиями онлайн-тренажера раньше и лучше всех. То ли опыт прохождения тестов сказался, то ли внимательность и любознательность на уроках информатики. Первое задание надо было включить Алису «Умный дом» по программе «Умный дом». Второе задание надо было поболтать с Алисой и настроить ее. Третье задание надо было по голосовому общаться с Алисой. И четвертое задание надо было выращивать огород свой, клубнику. Я прошла это самое первое и получила 140 баллов. Урок информатики я понимаю, мне он интересен, потому что я там узнаю все о компьютерах, узнаю программы разные, как печатать, настраивать компьютер, разные вещи. Мне это очень сильно пригодилось. Урок цифры в стране проходит уже 2-й учебный год подряд в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В нашей же республике такой формат занятий начали тестировать только в этом году. И, как говорят организаторы, весьма успешно. Для ингушских школьников это уже 3-й урок и 2-й организованный специалистами Министерства транспорта. 2-й урок он у нас проходит более-менее организованнее, нежели 1-й. Да? То есть мы сделали работу над ошибками, когда проводили 1-й урок, так как он по регламенту у нас не всегда вписывался в то, что мы хотели. Сейчас за урок дети успевают. Направлено это все у нас на популяризацию среди детей онлайн-обучения. То есть, потому что знания можно получать не только приходя в школу, да, но и дома, находясь за компьютером. Впереди у ребят еще 2 занятия в рамках этого проекта. Уже в марте они смогут узнать о безопасности будущего, а также об искусственном интеллекте и машинном обучении. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.